Немногим больше месяца прошло с тех пор, как спортивная арена «Колизей» впервые распахнула свои двери для посетителей. За это время уже состоялось 3 крупных международных турнира по ММА, 2 из которых прошли под эгидой единственной чеченской лиги смешанных единоборств. Если в день открытия «Колизея» болельщики увидели практически всех ведущих чеченских бойцов, которые не находятся на контракте у заграничных промоушенов, то в этот раз организаторы дали шанс проявить себя более молодым спортсменам. Представляют бойцы стран СНГ, не только СНГ, но и из Европы, из Голландии, из Болгарии, ряд других стран. А проводим мы лигу ACB-11, наш 11-й турнир в рамках нашей лиги. Очень много ярких наших бойцов Беркута, бойцов других, скажем, клубов Чеченской Республики. И дать им возможность себя проявить, показать, на что они способны, и где-то и обкатать, скажем. Появился вакантный пояс после Игоря Северида, который пришел в UFC и одержал яркую победу. Сейчас он обладатель пояса в UFC. Есть вакантный пояс, и за него 8 претендентов. 4 сегодня и 4 завтра. Боев было много, поэтому турнир проходил в течение 2 дней, каждый из которых включал в себя более 10 поединков и супербой вечера. Но обо всем по порядку. Открывали ACB-11 дебютанты профессионального ММА Дмитрий Гаврилов из Твери и воспитанник Беркута Хасейн Даудов. Хозяин октагона быстро расправился с соперником еще в первом раунде, отправив его в нокаут. Во втором предварительном бою вечера чеченский дебютант Велимурат Алхазов победил Эльнара Ибрагимова из Азербайджана, который уже имел 2 победы на профессиональной арене. Поединок между киргизом Тайчубаем Уулу Бактияром и Адамом Алиевым был признан несостоявшимся и перенесен на следующий день. В 4-м бою вечера Мурат Каламов еще в первом раунде задушил не знавшего доселе поражения Тимура Андерса из Молдавии. Очень интересно получился следующий поединок. Младший брат Беслана Исаева Ислам встречался с Тамерланом Кабуловым из Владикавказа. Первый раунд остался за чеченским спортсменом, однако во втором Исаеву явно не хватило физики, чтобы дожать соперника, и Кабулову в итоге удалось поймать Исаева на удушающий. В 6-м последнем предварительном бою очередной воспитанник Беркута Иса Умаров с победы начал свою карьеру в профессиональном ММА, выиграв удушающим приемом у крымчанина Богдана Булаха, имевшего на тот момент в своем активе уже 7 профбоев. Понаблюдать за поединками приехал вместе со своими соратниками глава республики Рамзан Кадыров, которому президент ACB и клуба Беркут Бекхан Хасиев вручил древнеримский меч и щит, символизирующий доблесть и мужество, а также название спортивного сооружения, в котором проходит все это действо. Дамы и господа, Лига смешанных единоборств ACB в лице всех бойцов и руководства лиги приготовили специальный подарок главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Это щит и меч. Вручите, пожалуйста. Щит и меч выполнены в стиле римских воинов. Основной карт открывали супертяжи таджикистанец Эрадж Холов и представитель клуба Юсуп Адам Мусаев. Поединок продолжался все 3 раунда, и лишь раздельным решением судей победу одержал чеченский боец.
Бой в категории до 84 килограммов между Георгием Кичигиным и Саламу Абдурахмановым из бойцовского клуба «Ахмат» оказался сверхинтересным. Поначалу преимуществом владел ставропольский спортсмен, однако Абдурахманов продемонстрировал выдержку и во втором раунде взял инициативу под свой контроль. И после очередной атаки нашего бойца Кичигин получает травму и отказывается от продолжения поединка. Серьезную заявку на самый быстрый нокаут года сделал дагестанский тяжеловес Руслан Ибрагимов, уже на второй секунде отправив Игоря Литошкина на настил восьмиугольника. Я готовился, проделал хороший путь, поработал. Хотел бы, пользуясь случаем, выразить благодарность своему тренеру, первому тренеру Гусейн Сагидовичу Магомаеву, школы клястерного света, и тем тренерам, которые меня подготовили, это Гаджиев Магомед со школы клястерного света и Мансур с клуба Дагфайт. Они хорошо поработали надо мной, помогли мне. Большое им спасибо. И всем ребятам, которые пришли меня поддержать, и всему чеченскому народу большое спасибо. Следующими в октагоне появляется не знающий поражений Рустам Алиев из Горно-Алтайска и очередной боец Беркута Абдулрахман Темиров. Темиров в этот вечер был сверхмотивирован. Для него это не рядовой поединок, и поэтому откладывать дело в долгий ящик он не стал, поймав Алиева на удушающий еще в первом раунде и заставив того капитулировать. Алхамдулилlah, бой пошел по плану. Я больше всего на стойке работал. Ну так получилось, так выиграл. Алхамдулилlah. Не самый сложный, но бой очень важный бой был. У меня сейчас после этого боя контракт в UFC. Вот бой очень важный был для меня. В 11-м бою вечера Забит Магомед Шарипов из Махачкалы встречался с азербайджанцем Аружем Замановым. Более опытный Магомед Шарипов в начале второго раунда сумел провести удушающий прием и заставить соперника сдаться, тем самым одержав 7-ю победу в профессиональном ММА. Где-то год не дрался, перерыв был такой небольшой. Теперь он тяжело был, чуть не открылся. А так соперник очень хороший попался. По слышно, я выиграл такой. Очень хорошая организация, провели хорошего на уровне. Спасибо организаторам, кто провел это. В первый день ACB-11 состоялись 2 четвертьфинальных поединка Гран-при в категории до 84 килограммов. Первыми путевку в полуфинал оспаривали Артур Адилбеков из Таджикистана и представитель грозненского клуба Ахмат Абубакар Вагаев. Для последнего это всего лишь 3-й профессиональный бой. Первый раунд прошел под диктовку Вагаева. Второй он также начал активно, а спустя чуть более минуты поединок останавливается и Абубакар одерживает победу техническим нокаутом. Техническим нокаутом одержал победу и вышел в полуфинал. Восьмерки средневесов Абубакар Факаев. Сам план ударный боба ярсунц. Им за неудобно несел соперник. Борьба изицунц. Так дел это все резво шахет. Малаюхал и ух боем хидик ежем бирбос. Кицац ашибшерсе. Малайс я бобе. Ух боем мелла. Низ боба хожрус. Второй четвертьфинал. Ренат Летифов из Донецка против Рамзана Алгериева, представляющего казахский бойцовский клуб «Ахмат». Видно было, что Летифов лучше готов к этому бою функционально. Вся попытка Алгериева провести болевой он успешно сводил на нет. А во втором раунде донбасскому татарину и вовсе удалось одолеть Рамзана его же приемом, проведя болевой на руку. Бой был тяжелый. Он выходил на ноги и хорошо в партере себя чувствует. Но я готовился в Махачкале. Приехал на сборы за недели-две. Туда меня пригласил друг мой Эдик, который подготовил меня к этому бою. И я выиграл. Грозный, классный город, мне очень понравился. У меня даже желание есть сюда переехать. Турнир вообще тоже все хорошо встретили. Мне все понравилось. И вот главное событие вечера – реванш. Георгий Стоянов из Болгарии против россиянина Али Багова по прозвищу Халк. 2 года назад уроженец Нальчика уже проигрывал этому бойцу, и поэтому выиграть в этот вечер для него было делом чести.
Все свои 14 побед Халк одержал в первом раунде, причем либо болевыми, либо удушающими. Поэтому зрители ждали, что Бага с самого начала постарается подавить соперника. Россиянин неплохо действовал как в стойке, так и в партере, ну а буквально за 17 секунд до конца раунда он проводит болевой на руку. Стоянов пытается сопротивляться, но все бесполезно и ему ничего не остается, кроме как сдаться. Статистика подтвердилась. Если Али Багов побеждает, то только в первом раунде и непременно приемом из грэпплинга или джиу-джитсу. Соперник неплохой был, но я готовился, но чуть-чуть заболел. Последним 3-2 дня заболел просто. А так нормально. Как тебе поддержка, за тебя болели? От души всем пацанам, ченцам. Конечно, поддерживали. Конкретно поддерживали Азизу. От души спасибо. Вот так и завершился первый день международного турнира ACB-11, и зрители покидали Колизей в предвкушении завтрашних боев. Тем более, что они обещали быть как минимум не менее интересными. Вторая часть ACB-11 начинается с поединка Тойчубая Уулу Бактияра и Адама Алиева, который днем ранее был признан несостоявшимся. На этот раз бой продлился все 3 раунда, но преимущество чеченского файтера было очевидным, и именно он единогласным решением судей стал победителем этой пары. Далее дебютанты в профессиональном ММА из Беркута Рустам Асуев и Магомед Раисов одержали победу в первом раунде над Шамилем Гаджиевым и Даниэлем Филиппши соответственно. Следующим в октагоне появились Денис Денисов из Твери и местный боец Рахман Джанаев. Эти спортсмены тоже дебютировали в смешанных единоборствах, но чеченский атлет уже давно на слуху. Джанаев является действующим чемпионом мира и Европы по рукопашному бою и был фаворитом этого противостояния. Свой статус он подтвердил достаточно уверенно. Сначала красивым ударом с разворота Рахман отправляет Денисова в нокдаун, но тот встает, правда ненадолго. На 41-й секунде наш боец все-таки нокаутирует его и успешно дебютирует на профессиональной арене. Волнение, ММА по-любому, любой, моя любой здоровый стаги волнения. А же волноваться, я шорнулся, отдел конкретно, сразу декlarировали бой. Только я планирую основной удар кюса, в первую очередь удар киошса. Если ничего не получается, сразу на борьбу выходить должен. Различия, рукопашный бой, там тоже борьба, ударка, все, только кимоно хулда. Ну, чисто, различия рейтерство, если честно. В пятом бою вечера, не знающий поражений, Оскар Долчин из Горно-Алтайска единогласным решением судей побеждает грозненца Хасана Ильясова. Далее Висхан Амирханов в первом же раунде задушил Нурбека Сапаралиева, а в последнем предварительном поединке Григорий Кичигин также в первой пятиминутке болевым на ногу заставил капитулировать Адама Бакаева. Первый предварительный бой второго дня. Категория 70,3 килограмма. Нариман Аббасов, Азербайджан против Азиза Межидова из бойцовского клуба «Беркут». Все 3 раунда продлился этот поединок. Межидов смотрелся вроде бы неплохо, но все же Аббасов сумел взять ход боя под свой контроль и в итоге одержать победу по очкам. В категории до 93 килограммов сошлись москвич Дмитрий Сорокин и Хусейн Кушагов. Чеченский боец был настроен решительно и к радости местных болельщиков уже в начале второго раунда нокаутировал соперника, не дав тому даже понять, куда он попал. Только 2-3 дня назад вот так вот узнал этого соперника. То у меня своя база есть, борьба, так ударная тоже нормально. Вот на этом тоже, машаллах. Все получилось нормально. В бою под номером 10 в весе до 77,1 кг встречались азербайджанец Джифер Исмиев и казахстанец Рашид Дагаев. Дагаев быстро обозначил свое преимущество в восьмиугольнике и еще в первом же раунде сумел нокаутировать соперника, тем самым одержав вторую победу на профарене. Настоящим украшением всего турнира стал поединок между Паатой Рабакидзе из Грузии и местным спортсменом Ламбертом Ахьядовым. Рабакидзе незадолго до турнира потерял близкого друга, первого чемпиона М1 Global Гурама Гугинишвили, и даже вышел в клетку без музыкального сопровождения.
С первых же секунд бойцы начали осыпать друг друга ударами, бой практически полностью проходил в стойке, и в этой перестрелке убедительнее выглядел чеченский спортсмен. Первый раунд закончился с преимуществом Ахьядова. Во втором Рабакидзе сумел перехватить инициативу, и уже он стал доминировать, а ближе к середине пятиминутки ему и вовсе удалось отправить соперника в нокаут. После объявления победителя грузинский боец попытался сказать несколько слов, однако нахлынувшие слезы не позволили ему этого сделать. Секунданты сказали, что он сильно переживает по поводу гибели друга и победу посвящает ему. Далее на очереди вторая пара четвертьфиналов Гран-при ACB в весе до 84 килограммов. Ибрагим Тибилов, Южная Осетия, против Ибрагима Чужигаева, Беркут, Чеченская Республика. Первый раунд закончился преимуществом нашего бойца. Во втором предпочтительнее смотрелся Тибилов, а в третьем ему окончательно удалось подавить сопротивление и одержать победу по очкам. Теперь Тибилов в полуфинале встретится с бойцом клуба «Ахмат» Абубакаром Вагаевым. В последнем четвертьфинале Муслим Хизриев и Гаджимусак Газиев показали зрителям настоящее зрелище. Яркий открытый бой с множеством ударов завершился спустя 3 минуты. Все-таки у нашего спортсмена голова и удары оказались сильнее, и Хизриеву удалось отправить Газиева сначала на настил, а потом и добить его. Теперь Муслим поборется за выход в финал с Ринатом Лятифовым. Я тренировался много, именно ставил акцент на руки, на ударную технику. Хотя все мне говорили, надо, чтобы идти в партию, но я хотел так сделать, и у меня получилось. Я уже 6 лет занимаюсь боксом, у меня ударная хорошо получается. И вот главное событие второго вечера смешанных единоборств в Грозном. Весовая категория до 93 килограммов. Грача Дарпинян из Голландии против действующего чемпиона лиги Гаджимурада Антигулова из Махачкалы. Бой получился вязким и львиную долю времени проходил в партере. Первый раунд остался за Дарпиняном, а во втором Антигулову удалось выровнять положение. В третьем, казалось, Гаджимурад вот-вот сумеет добить соперника, но то ли у голландца голова оказалась слишком крепкой, то ли россиянину просто не хватило сил. Все 3 раунда завершились, и вердикт должны были выносить судьи. Единогласным решением судей победу одержал, ladies and gentlemen, all in favor of your winner by unanimous decision, Гаджимурад Антигулов, Россия! Антигулов настолько выдохся в этом бою, что даже не смог дать интервью. Он даже клетку покинул с большим трудом. Вот так и завершился ACB 11. В общей сложности за эти 2 вечера зрители увидели 27 поединков и познакомились с большим количеством новых имен, которые начали свой путь в профессиональном ММА. Теперь следующий турнир под эгидой ACB пройдет 17 декабря в Питере. Он станет совместным с M1 Global. И вот как раз в северной столице болельщики смогут понаблюдать и за ведущими чеченскими бойцами, которые пока еще не успели перебраться за рубеж. А какие результаты нас ждут, покажет время.